кайсы музыка ве санат ақында, чүнки санат дайма маневиятымызға гүзеллік ашлай. Бүгін есе мен сізлерні Полониялы Волоши тақымымен танышытмеге істейм. Полония музыка әлемінің парлақ тақымларындан бірі Волошидыр. Оларның әрбір чықышы дайыма ұнытылмас тесіратлар қалдырам. Кемане, виолончель, контрабас çalғанда олардың чықышлары дайыма байрамға чевіріле. Парлақ қығылчымлар есе ич күмсені первасыз қалдырмай. Балкан, Трансильвания, Карпат нағмелері ақымлар кебі классик нағмелерінен бірлеше. Әлетлер квинтеті 2010 сенесі тешкіл етілді. Қысқа мүддет ішінде бұл тақым Авропа мемлекетлерінде ғайет мешур олды. Волоши тақымы дүния музыка сынасының açılışı olarak Полония радиосының яңы Аң-Ани адлы фестивалінден сон шан шурет қазанғандар. Böylelikle Волоши тақымы классик ве фольк музыкасының аненелеріні бірлештіріп, яңы услубынен бір чоқ сейіржінің севгісіні қазанды. Киев музыка академиясында болунамыз. Бүгін мында Волоши тақымының концерті. Кечежек классик ананелерінің бірлештірілігі жесур музыка харарлары бұның эпсіні бүгін Волоши тақымының чықышында сейрете білеміз. Пек бегенем самими ве гузель музыкалары бар. Этническая музыка, во-первых, классическая, всегда очень ярко, очень богато. Это же очень такой... Халк яратыжылығы ве зиманеви музыка пек гузель бірлешкенлер менже хусусан бызым неслимізге пек хош келе. Мен белесем олар ел-елдан инкишаф етеве Украина бойынша турларға чыққалар. Оларға тек мувафақиетлер тілемек істейм. В наше время классические музыканты, они очень боятся немножко экспериментировать. И квартет «Волосы», они как раз-таки отличаются этим. Мне бы очень хотелось, чтобы крымско-татарская музыка тоже стремилась к этому. Не замыкалась только на чем-то одном, да, а пыталась, пробовала экспериментировать. Бір қаждақадан концерт башылajaq, мен есе сізлеріні беклет медиум келіңіз сейретейік.
Сьогоднішній концерт є початком туру. Це черговий тур гурту «Волоші» по Україні. А насправді для Артполя, для агенції Артполя характерно подорожувати Україною, відкривати різні куточки. Вони вже грали в дуже різних містах України, і на сході, таких містах як Алчевськ, наприклад, і на заході, на крайньому в Ужгороді. І досі не вийшло в них заграти в Криму. І це от в них така якась щодо України мрія залишається. Почему квинтет называется «Волоши» и как все начиналось? Я знаю, что в Украине это слово звучит немного смешно, как волосы на голове. Хотя это частично и так, ведь мы теряем много волос во время игры. Но на самом деле значение имени соотносится с названием принадлежности к этнической группе. Люди странствовали по Карпатам. Они направлялись из Румынии в Венгрию и, конечно же, в Украину и Словакию. Их путешествие закончилось именно в той деревне у наших друзей, живущих в горах. Эта деревня – крайняя точка их путешествия. Они обусловили все музыкальное и культурное влияние, сочетание восточноевропейской и азиатской культуры. Там, в той деревне, где мы встретились. Мы встретились довольно давно, около 12 лет назад, на моей свадьбе. Мы с моей женой хотели, чтобы у нас на нашем мероприятии была только истинная, традиционная музыка, без преувеличений, которая будет звучать весь вечер. Мы искали среди местных жителей, потому что мы уже жили на равнинной, предгорной территории. И мы нашли этих прекрасных ребят, которые играли национальную музыку, что очень нас удивило, лучше многих профессиональных исполнителей классической музыки. I, with my wife, wanted to have only pure traditional music without amplification, which will work for whole party. And we searched in our mountains, because we live already in flatland, but near mountains. And we found these wonderful guys who played what amazed us, better, more professional than all professional groups of classical music. А вы пытаетесь сохранить классические традиции и подаете фольклор в новые интерпретации. Не возникает ли критика со стороны фольклористов? Мы всегда говорим, что мы вообще не пытаемся имитировать традиционную музыку. Наши музыканты — наставники группы. Они также играют и очень традиционную музыку. Они могут и делают это часто. И когда мы встречаемся, мы делаем что-то новое. Это как побег из нашего мира. В то время как мы, классические музыканты, уходим от классики. Иногда мы можем освободиться от этого, также и они пытаются освободиться от всех традиционных мелодий. Но, конечно, они подсказывают нам некий стиль, дают некие подсказки, как сделать что-то веселое, что-то другое. А мы, в свою очередь, учим их играть в классических традициях. Of course, we hear traditional music because the way of playing is like we just play as we can. But also they show us some style, some hints how to do something fun, different, and we also teach them to play a little bit more classical.
А как развивается музыка в Польше и как сделать классическую музыку больше популярной? Я могу сказать, что развивается довольно хорошо, особенно в нашем регионе. Мы живем в Катовице. Это город на юге Польши. И в последние годы этот город обрел статус культурно-музыкального города. И это правда синтез разных видов музыки. And it's true that there are many different kinds of music working together. I work in the Я работаю в Music музыкальной Academy академии в Катовице. Я учу классики, и синтез разных стилей в этом регионе очень распространен сегодня. Я думаю, это благоприятно для всех нас. А какую музыку вы сами слушаете и что для вас является в музыкальном мире ориентиром? Это очень сложный вопрос, потому что каждый день мы слушаем что-то новое, и мы открываем что-то новое. И эти открытия вы можете услышать в наших произведениях. Если быть честным, то каждое произведение совершенно уникальное и имеет разное влияние. Традиционная фольклорная музыка, джаз, рок и, конечно, классика. Все это имеет свое влияние, и весь этот микс благотворен для нас. Мы не хотим быть просто джазовыми музыкантами или рок-музыкантами. Мы находим синтез из всего этого, и это наше направление. Нам не нужно идти одним путем, мы постоянно путешествуем. Сегодня я слушал Баха, вчера слушал Гилмора и так далее. В этом наше счастье — делать такую музыку. From all this, and this is our fun, that we don't have to go in one way, but we travel every day. Today I am listening Bach, yesterday I could listen Gilmour or something. It is our fun of being in music. Скажите, пожалуйста, что значит любить свою страну и что значит быть патриотом своей страны? I could say it maybe. Я могу сказать, что мы счастливы, что мы музыканты, мы люди искусства, и мы можем быть патриотами без разговоров и агрессии к другим. Мы можем создавать свою культуру, это прекрасно. И мы бы хотели именно игрой вносить свою лепту и представлять место, где мы живем. Показывать ту музыку, то искусство, культуру, которую создавали наши отцы и деды. И делали это тем же способом. И это очень хорошо для нашего мира, потому что сейчас патриотизм по отношению к своей стране все чаще мешают с войной, борьбой, а мы можем это делать совершенно иначе. Мы можем показать все лучшее, что можем показать. We can do it completely different. We just can show what we have the best to show. А вы слышали о крымских татарах? Что вы знаете о крымских татарах? Да, конечно, мы слышали многое из истории о дружбе, иногда о войне с Польшей. Долгая история, но в первую очередь мы долго мечтали о том, чтобы попасть в Крым. Нам это не удалось. Мы долго путешествовали по Украине, но это место все еще является заветной мечтой для нас. Возможно, мы приедем в будущем. We didn't do it, so we travel a lot in Ukraine, but this place is still our dream to go there. Maybe it will come in future. Мы тоже надеемся, что вы обязательно будете с концертом в свободном Крыму. И хотела бы вам сказать, что крымско-татарская музыка на самом деле очень яркая, очень интересная. Имейте в виду, исполняйте также крымско-татарскую музыку. Какие творческие планы? Что планируете дальше? Мы идем нашим самым простым путем — вперед. Наши следующие концерты пройдут на востоке Украины, что очень приятно для нас. Новые города, где мы можем играть, это Бахмут и Северодонецк. Мы уже давали концерт в Харькове. Мне там очень понравилось. У меня прекрасные воспоминания из детства, и Харьков очень похож на тот город, где я когда-то жил. Мы дадим еще несколько концертов в Украине, потом мы поедем в Польшу, оттуда в Англию, в следующем месяце в Швейцарию и потом в Китай. Это должно быть очень интересно. Из-за того, что мы постоянно путешествуем, наш альбом называется «Номадизм». И это как путешествие на корабле, в котором каждый из нас задает свой вопрос. Спасибо вам большое.
we have to go to England next month, to Switzerland, and to China. It's going to be also very interesting. So it's all the time we are traveling, maybe with neighbors, or city nomadism, and this nomadism of Wołosi, which is always in us, this direction. Спасибо, что были гостем нашей программы. Рады встрече с вами. Вам желаем больших творческих успехов и ярких концертов. Thank you very much. Концерт замечательный, действительно. Очень приятно было послушать этот квинтет, такое своеобразное сочетание фольклорной и современной музыки. И причем настолько оно влилось и отобразило вот эту польскую культуру, что возникла мысль, а почему бы нашим современным исполнителям крымско-татарским не собрать вот это вот соединение, вот эту вот квинтэссенцию и передать через крымско-татарскую музыку. Было бы достаточно интересно. Неймовірно, це просто неймовірно. Цю групу ми її любимо, ми слідкуємо за її концертами, тому це був ціленаправлений, спрямований похід сьогодні в театр, зробили собі подарунок. Волоші, воно прекрасні, воно зачіпає головні струнки душі і дарують радість. Я дуже чекаю кожен раз, коли ми приїжджаємо до Києва, і вони чудові, я їх люблю цим серцем.